молодые, мы тут плавали на лодках, на катамаранах, когда были все озера. С ностальгией вспоминают казанцы об этих местах. Озера Лебяжьи всегда были излюбленным местом отдыха горожан. Летом пляж и шашлыки, зимой лыжи и коньки. Скоро традиции должны возродить. Дноуглубительные и гидроизоляционные работы. Около полугода понадобилось для возвращения в озера полноценной жизни. Экореабилитация водоемов почти завершена. Всего за месяц Большое и Светлое Лебяжье наполнили водой. Понадобилось 350 тысяч кубометров. На сегодняшний день глубина в этом озере примерно 3 метра уже. Да, и чтобы оно заполнилось до проектной отметки, надо еще набрать около метра. Это 170 тысяч кубов воды. Если озеро Большое Лебяжье постепенно наполняется водой, то на Малом Лебяжье вода, наоборот, уменьшается. Причина – задвижки на трубе, но ситуация изменится весной, после паводка, когда снова заработают насосы. А это озеро Изумрудное. Здесь круглосуточно работает насосная станция для перекачивания воды. В час эта станция перекачивает 500 кубометров воды. Собственно говоря, именно эта вода поступает в чаши озер Большое Лебяжье и Светлое. Само озеро Изумрудное не пересыхает, так как питается подземными источниками. Экореабилитация водоемов еще не завершена, но здесь уже многолюдно. Здесь все стало намного лучше, очень большое пространство. Будем надеяться, что скоро это все облагородит и сделают для людей место отдыха. 2 дня назад вода еще не достигала ее, а сегодня он уже можно сантиметры отсчитывать. Так что озера будут. К весне купаться приглашать. Если в ближайшее время не наступят сильные морозы, то система озер Лебяжьи наполнится водой к концу ноября. Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ, Казань.